Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на вас. И мы с вами посмотрим, что говорят люди о вас за вашей спиной. Какие сплетни о вас ходят. Загадайте, пожалуйста, на себя, на сплетни загадайте, на сплетников обязательно загадайте. И, конечно же, спросите, что говорят люди обо мне за моей спиной. Хорошее, плохое, вот прям на все загадайте. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, говорят, много говорят, через край прям говорят о вас люди. Но давайте начнем скорее с вас и с ваших характеристик и качеств. Вот как вас видят высшие силы. Что говорят высшие силы о вас за вашей спиной? Ну, судя по образу, вы очень сильный человек, мощный, сильный, волевой, решительный. Вы как будто бы из стали и бетона, но при этом обладаете невероятно красивой душой. Душой, вот как будто вы знаете, райский сад, да, цветы, птички, какая-то музыка невероятная. Сильная женщина с прекрасной душой. Кстати, проявления вашей души, они в вашей внешности. У вас очень милые черты лица. Вы невероятно миловидные. Вы обладаете какой-то редкой, уникальной красотой. Красота не вызывающая, не вот это вот штампы, да, как в этих всех журналах, все на одно лицо. У вас вот редкая красота, редкая какая-то природная, завораживающая, будораживающая. Вот знаете, вот хочется смотреть на вас, в ваше лицо хочется смотреть, рассматривать. И вот сколько ни смотри, и прям как затягивает. Невероятные глаза, глубокие, умные, с проволокой у кого-то. Опять же, правильные черты лица. И вот что мне нравится, что вы очень молодо выглядите, гораздо моложе, чем ваши сверстники, либо чем тот возраст, который указан в вашем паспорте. Кажется, что время не властно над вами, что вы не, грубо говоря, стареете, а наоборот, как будто бы молодеете. А вы в себе, скорее всего, этого не замечаете, либо очень критично настроен по отношению к себе. Но это так и есть. Это замечают все, кто вас окружают. И, кстати, это является очень серьезным и поводом, и причиной для зависти по отношению к вам. Еще я вижу, что вы очень умны, грамотны, у вас прекрасное воспитание, у вас замечательные манеры, но при этом вы так умеете за себя постоять, что прям неповадно будет, да, в следующий раз. Не то, чтобы к вам подойти с каким-то наездом, в принципе, к вам подойти. И тот, кто с вами по жизни столкнулся, с кем вы выясняли отношения, очень сильно от вас пострадал и теперь вас всячески избегает. Давайте говорить как есть. То есть прекрасная, утонченная, хорошо воспитанная, но при этом, если вас зацепить, если вас тронуть, если на вас напасть, то дадите такой отпор. Жарко будет всем, да, мало никому не покажется. Вы такая мощная, умеете.
Вот. Также вы без страха и укора всегда бросаетесь на помощь слабым. Никогда мимо не пройдете, если сильный обижает слабого. Животных очень любите, скорее всего, животным помогаете. Возможно, у вас дома несколько животных есть, и вы подкармливаете бездомных, участвуете, возможно, в каких-то гуманитарных волонтерских программах, да, помощь животным, помощь людям. То есть если у кого-то беда, не дай бог, вы всегда поучаствуете, вы будете думать об этом, вы будете переживать, вы прям готовы последнее отдать. И это я у вас вижу. Поступайте как настоящий бессеребренник. Вижу, что вы лишены жадности. Вот нет такого, что вот жадность, стяжательство, этого у вас нет, напрочь нет. Да, вы можете жить неплохо, вы можете копить, накопить, что-то приобрести, но так, чтобы там над чем-то сидеть и трястись, как Кощей Бессмертный, да, над своим златом, такого нет. Этого нет, и это, в принципе, не свойственно вашей природе. Вижу, что вы всегда были умны не по годам. То есть вам не интересно было, скорее всего, со сверстниками, вас тянуло к более взрослым ребятам, либо девушкам. И взрослые всегда удивлялись тому, насколько вы грамотно строите свою речь, насколько вы ведающие в разных вещах, даже которые детям не свойственны, да, что казалось бы, что может знать маленький ребенок, а вы любого взрослого могли за пояс заткнуть, да, могли такое рассказать, что и взрослые не знали. Вижу, что вы очень вдумчивый человек, и вижу, что вы очень честный человек. И за свою честность вы очень часто страдаете. Да, вы не умеете, вернее, даже не то, чтобы не умеете, не хотите врать. Это вот как ниже вашего достоинства. Вы всегда сами говорите правду, и правду хотите слышать от своего окружения. То есть лжи вы не прощаете, либо к лжи вы очень, достаточно нетерпимо относитесь. Да, это так мягенько говорю про вас. Так, еще. В жизни вам приходилось страдать, и по большей части вы страдали по вине других людей. Вас могли предавать, вас могли обманывать, но вы не стали жестокой, вы не стали жесткой. Вы просто стали более аккуратно подходить к выбору партнера, либо к выбору друзей, кругу общения. У вас много знакомых, но единицы, кто могут похвастаться, что они ваши друзья. То есть вы мило общаетесь с большим количеством людей, но близко к себе подпускаете только вот прям избранных, можно так сказать, да, уникальных и тех, кто с вами на одной волне. Еще как мама, как жена, как дочь, вы просто превосходны. Лучше вас во всем свете не сыскать, и ваши близкие это знают, и вам за это благодарны. Мало того, еще и вами хвастаются постоянно. Дальше. Вижу, что вы, пережив очень много испытаний, когда вас и жизнь, и судьба, и какие-то лихие люди просто вот так об ногу ломали, вы выдержали, выстояли, опять же, стали только сильнее. Избавились от каких-то иллюзий, причем сами избавлялись. И вижу, что вы вот как будто бы какую-то как мускулатуру нарастили. Не в прямом смысле, хотя, может быть, и в прямом у вас тоже прекрасная мускулатура. В плане гибкости, но несгибаемости. Вот так мне идет. Да, вы стали гораздо сильнее, чем были изначально. Так, что касается сплетен по поводу вас. Да, вы яркая личность, вы у всех и на глазу, и на языке. О вас люди любят поговорить, посидеть, обсудить. Кто-то говорит хорошее, кто-то говорит плохое. Но равнодушных нет. Вот это самое главное, что равнодушных к вашей персоне нет, просто не существует. Но потому что вы яркая, потому что вы у кого-то пример для подражания, а у кого-то вы как это тень совести, да?
ну, особенно для плохих людей, они вас побаиваются, ну, потому что у вас такой взгляд, вот когда вы смотрите, от вас ничего не укроется, и кажется, что вы прям как рентгеном сканируете, да, либо насквозь видите. Злые люди, плохие люди в вашем присутствии очень некомфортно себя чувствуют, прям даже паника какая-то у них случается. Но опять же, это ваша уникальная способность. И я не удивлюсь, если вы человек, который действительно способен на большее, чем другие, то есть обладатель экстрасенсорных способностей, ну и также обладатель какого-то определенного, очень серьезного и очень уникального таланта. Да, вы все разные, это общая цыпка. Я, к сожалению, не могу вам тут четко сказать, что конкретно у вас, но по этим знакам и по тому отношению свыше к вам, то, что мне показали, я вижу, что человек вы уникальный, необычный и человек, который делает этот мир лучше своим присутствием, своим нахождением на этой грешной земле мир вы делаете лучше. Так, ну теперь давайте пойдем, наверное, давайте пойдем слева. С левой стороны. То, что говорят плохое, да, какие плохие сплетни о вас ходят. Здесь вот показывают чьих-то родственников, которым вы очень много и часто помогали. Но люди оказались абсолютно неблагодарными. И вот сколько ни дай, все мало. Как будто бы в топку в эту помощь кидали. И там уже и наглость могла пойти, когда люди уже требовали в наглую, типа давай, давай, давай больше, что ты там мало даешь. Там прям последние оттянули. И эти люди, они вот сколько ни дай, они всегда недовольны. И им кажется, что вы там живете, жируете, что вы такая мелочная, что вы такая жадная, что-то там им вспоминаете, припоминаете, а они такие вот несчастные жертвы обстоятельств, ничего делать не хотят, а вы их в этом уличаете, да, и что вы им там прям все, что имеете, не отдаете, на блюдечке с голубой каемочкой не подносите. Ну, такая, знаете, черная неблагодарность. К сожалению, что идет она от родственников, ну, как, к сожалению, мы родственников не выбираем, что поделаешь. Вот, вы это все видите, вы это все замечаете, но вы этих людей жалеете, относитесь к ним как с положения умного взрослого человека, терпите, принимаете поведение взбалмошных, маленьких, капризных детей. То есть, возможно, вы все прекрасно знаете без меня, что говорят о вас ваши родственники, и знаете их аппетиты, да, их прожорливость. Вот помогай, давай, делай, вкладывайся. Себя лишай, детей своих лишай. Но главное нам давай, может, твои родственники, ты просто обязана. Да. Вот они так решили, а вы давай. И вот каждый раз, когда вы помогаете, они такие: что, так мало? Ты что, в своем уме? Что мы будем делать с этим? Это же прям ни о чем, да? Что ты крохами нас кормишь, в таком ключе. И вы, конечно, просто делаете вид, что не замечаете. Потом они еще часами сидят и говорят: какая же вы жадная, какая же вы нерадивая, что это вы все на них не переписали, не отдали, и чего это вы там босая по миру не вошли. А должны были все им отдать, должны на них батрачить, работать. Черная неблагодарность. Что поделаешь? К сожалению, вот такая вот связь родственная, да. Не все родственники так думают и поступают, но вот какие-то индивидуумы есть. Дальше, мои хорошие, показывают людей, которые с вами постоянно соприкасаются. Это, возможно, по соседству, либо, возможно, на работе. Здесь показывают именно женщин. Женщин, которые вами крайне недовольны. Потому что вы стараетесь, потому что вы все делаете правильно, потому что вы успеваете и работу сделаете, хорошо выглядеть, в вашем доме приятно находиться, там замечательная атмосфера, все подобрано со вкусом, все с любовью сделано. То есть ваш дом, он настолько, даже запах в доме вашем какой-то необычный, сказочный,
В вашем доме так прям согреться можно, отдохнуть, передохнуть, отключиться от каких-то плохих мыслей. Это все ваша аура, и плюс, что вы действительно ухаживаете за своим домом. Какое бы материальное положение у вас ни было, но вы стараетесь, чтобы в доме у вас было максимально красиво и уютно. И вы это делаете. Ну и, конечно, ваши соседки, которые к вам приходят и смотрят на свой срач и на ваш порядок, они такие: блин, как она это делает? Почему у нее получается, а у меня нет? Почему? Да, вот такие вопросы задаются. Ну и начинают придумывать всякую ересь, типа, что вам кто-то помогает, что у вас это все там добыто нечестным путем, что вы там, я не знаю, что духов призываете, чтобы они вам там все начищали, нализывали. В общем, гадости всякие говорят, да, потому что завидуют. На работе вам завидуют, потому что вы умеете работать, потому что вы знаете свою работу, вы знаете свое дело, вы очень точный и аккуратный человек, причем аккуратный во всем. Опять же, вы всегда выглядите хорошо, да, то есть все вроде вовремя на работу приходят, но подружки ваши, там, коллеги заспанные, засранные, а вы всегда с иголочки, да, выглядите как вот прям сияете. Но опять же, вы на хорошем счету у начальства. Если начальство у вас не женщина, то вы на очень хорошем счету, поверьте. Вот. Но если женщина, то она явно вас боится, потому что считает, что вы можете ее подсидеть. Хотя вам и даром это не надо, страх глаза колет. Да? Она понимает, что она вам очень сильно проигрывает, и на вашем фоне прям совсем как-то непривлекательно выглядит, да? Причем во всех качествах. Вот. Ну а женщины, коллеги, они постоянно там то ошибки допускают, то какие-то промахи, то какую-то невнимательность, то что-то там, знаете, делала, не доделала, бросила, там домой убежала. Вот. А вы такого себе не позволяете. И вот они думают: как так, как она это делает? Точно она там с шефом спит, либо она еще что-то там, да? Вот придумывают всякую гадость. Чтобы оправдать свои неудачи, чтобы оправдать свои недостатки, они поливают грязью вас. И вот поверьте, постоянно идет вот эта мышиная возня, когда они по поводу вас шушукаются. Прям не любят. А вот мужчины-коллеги очень к вам хорошо относятся. Мужчины-коллеги прям души вас не чают, потому что вы очень приятный человек, с вами очень классно сотрудничать, на вас можно положиться, вам можно довериться. И вообще вот общение с вами, даже какой-то маленький короткий диалог поднимает настроение. Ну и как женщина вы очень привлекательна, особенно когда вы улыбаетесь. Вот какой-нибудь там рандомный коллега-мужчина с вами пообщался, и у него на целый день хорошее настроение. Прям вот до такого даже доходит. Но видите, как, к сожалению, ничего не поделаешь, свои мозги женщинам-коллегам, либо женщине-начальнице не вставишь. Недалекие, недалекие, скудоумные. Дальше, мои хорошие, показывают женщину. Эта женщина, она какое-то имеет к вам отношение. Вы с ней то ли раньше как-то плотно общались, потом пути разошлись, то ли вы сами прервали с ней общение. Но какое-то отношение она до сих пор, возможно, только лишь формально, но к вам имеет. Чем-то похоже на то ли свекровь бывшую, то ли действующую, но с которой вы прям совсем стараетесь не общаться. Вот. Эта свекровь, она такая двуликая, ехидна мать, которая практически не заботится о своем сыне, о его счастье не заботится, только вот под себя все гребет. И она вроде как в лицо вам улыбается, сюсюкать даже пытается, но при этом сыну своему как начнет заливать: а какая вы плохая, какая вы гулящая, какая вы такая-сякая, не такая, недоделанная, переделанная, суперумная. И как бы там ее не остановить. Это ее любимый конек. Опять же, всех родственников со стороны вашего мужа, настоящего либо бывшего, тоже против вас настроила. Если там люди нормальные, то они ее не слушают. Понимают, что она женщина недалекого ума, слушать ее не стоит. А те, кто глупые, те верят с открытым ртом. Сидят и слушают, думают: боже, это же дьявол в юбке, надо же, бедные, как вас угораздило в свою семью такую, исчадие ада принять.
Но при этом перед вами она старается там стелиться, типа она такая улыбчивая, она такая добрая свекровь, на самом деле нет. Ну, у кого-то отыграется, что женщина, возможно, даже и вот эту маску доброты, она ее как-то неудачно надевает, что у нее все равно какая-то гадость, какая-то вот словесный понос какой-то все равно проскакивает. И вы это понимаете, чувствуете, поэтому ограничили с ней общение. Вот. У кого-то отыграется не свекровь, у кого-то отыграется, может быть, какая-то женщина, с кем вы, ну, допустим, дружили в свое время, либо были очень близкими, ну, на работе, там, коллегами. Женщина, которая изначально вроде была нормальной, а потом с ней что-то случилось, и она, ну, может, головой ударилась, не знаю, там, что-то сверху на нее упало, либо ей что-нибудь там попало под хвост, и она стала чудить, там, критиковать, цепляться, ехидничать, срываться на вас. Но вот как будто бы скатилась в зависть, скатилась в злобу, скатилась в агрессию. И вы с ней из-за этого просто перестали общаться. Ну вот, разошлись ваши дороги. Вот она вас до сих пор не забыла, до сих пор она вас вспоминает. И почему-то она считает, что она должна быть вами, либо она должна быть на вашем месте, и что вы каким-то там хитрым образом у нее ее счастье забрали, либо вы ей там чем-то в жизни помешали. Ну, в общем, какой-то бред. Бред нездорового, помешанного человека мне идет. Ну, если не общаетесь, хорошо. Если общаетесь периодически, то нужно явно закругляться. Об этом общении ничего хорошего не ждет. Там уже, знаете, не поможешь. Там уже этот психиатр нужен, причем с большой дозой какого-нибудь средства, да, успокоительного, да, седативного. Ну, в общем, ладно. Там больные люди, вот, больные люди про вас могут плохое говорить, а вот здоровые, наоборот, хорошие. Еще бывшего чего-то показывают, бывший мужчина, мужчина, которого вы прогнали. Прогнали, может быть, устали верить его вранью, устали от него терпеть какое-то недостойное вас обращение, просто вот разочаровались и попрощались, да, выставили его, выставили. Вот. Мужчина, кстати, мог и сам там специально учудить, ну, либо не специально, может, он сам по себе чудило, и как бы он вас потерял, получается, да, и вы не соглашались вернуться, и в принципе не соглашаетесь. И этот мужчина, чтобы оправдать себя, он начинает вот всем рассказывать, что вы были плохая, что вы там его тиранили, что вы его били, не кормили, голодом морили, не стирали, не убирали, его там как золушку просто вот эксплуатировали, и что он, бедненький, так устал, но он был готов терпеть, но тут вы взбрыкнули, какого-то другого мужика нашли, в общем, с другим укатили, а его типа жертву обстоятельств, жертву тирании бросили. Да, ну это чисто оправдать свои негативные моменты. Вот, в принципе, он не верит в то, что он говорит, но тем не менее он периодически себе позволяет вот такие вот сказки, страшные сказки, грустные сказки о вас рассказывать. И если до вас дойдет такая информация, ну просто отмахнитесь и не принимайте близко к сердцу. Ведь он так на самом деле не думает. Он просто пытается казаться краше в чужих глазах, чем есть на самом деле. Пытается оправдать свои недостатки, перекидывая типа их на вас. Ну, в общем, фу, гадость. Это гадость. Дальше. Давайте теперь по правой стороне пройдемся. С правой стороны. А вот вы с кем-то общаетесь, и общаетесь достаточно часто. То ли это ваш муж, то ли это ваш парень, жених, то ли это просто какой-то мужчина, с кем вы в последнее время очень часто стали общаться. Этот мужчина, он вас души не чает. Ну, по-другому тут я не могу сказать. Он просто окрылен тем, что вы рядом, тем, что он в вашем обществе находится, тем, что вы его женщина, тем, что вы именно его выбрали, с ним связали свою жизнь. А мужчина всегда ставит вас в пример. Где бы он ни оказался, с кем бы он ни говорил, он всегда ставит вас в пример.
И если речь идет о муже, то понятно, что в жизни все бывает. Может, вы там периодически ругаетесь, либо выясняете отношения. Он никогда себе не позволяет о вас говорить плохо. Тут вот в противовес тому бывшему, тут мужчина даже готов на себя удар взять, чем что-то плохое про вас сказать. Но это любовь. Это любовь, и это настоящее чувство и поведение, повадки настоящего мужчины. Вот, кем бы вы сейчас вместе ни находились, поверьте, этот мужчина вас любит и никогда себе не позволяет не то чтобы сказать, даже плохо о вас подумать он себе не позволяет. И это замечательно. То же самое, может быть, вы там с сыном живете, да, либо, не знаю, с отцом, с братом. Все разные, у каждого свои семьи. Мужчина, который рядом, постоянно находится в вашем обществе, о вас говорит только хорошее, только положительное. Я бы даже сказала, вами хвастается. Да, хвастается тем, что вы у него есть, либо что он имеет возможность быть с вами рядом. Вот, хороший знак. Дальше подругу чью-то показывают. Подругу в сегодняшнем дне женщина, с кем вы дружите. Может быть, не так часто встречаетесь, как хотелось бы, а может, наоборот, очень часто встречаетесь. Но ваша подруга гордится тем, что вы с ней дружите. Она видит вас действительно какой-то коронованной особой, но коронованной именно благородством. То есть благородная, безотказная, мудрая, знающая, никогда не пройдет мимо. И вот она на вас смотрит, она хочет быть как вы, она берет с вас пример, и она гордится тем, что вы ее подруга. Вот в прямом смысле слова, да, гордится. Вы можете у нее сами спросить, и она вам подтвердит мои слова. Вами она гордится. И говорит о вас тоже очень хорошие вещи. Если бы вы имели возможность услышать, что она говорит, то явно бы засмущались. Да, очень много хорошего. Знаете, вот даже идет такое, что говорит, что благодаря вам она там жива, либо благодаря вам у нее в жизни все хорошо. Да? Возможно, вы ей даже жизнь спасли в свое время. Ну, выручили как-то, да, прям сильно выручили. Дальше показывают хороших родственников. Родственники, которые любят вас очень сильно. И родственники, которые и гордятся вами, и каждый раз очень радуются, когда вы общаетесь, встречаетесь, либо созваниваетесь. Это родственники настоящие, очень похожие по духу на вас, либо по манерам, по повадкам. Ну, опять же, одна кровь. Да, понятно, что от осинки не родятся апельсинки. То есть вы похожи, и что-то общее у вас однозначно есть. Вот, любят вас, любят, считают вас очень хорошей девушкой, женщиной очень хорошей, считают вас достойнейшей представительницей вашего общего рода. И даже с какими-то выдающимися личностями, родственниками, да, кто был в вашем роду, вас в один ряд ставят. Да? Вы как к иконам приближаетесь, можно так сказать. И еще показывают разговор людей, которым вы помогали в свое время. Чем-то, может быть, даже разово помогали. Может быть, эти люди просто были свидетелями того, как вы кому-то помогали. Вот эти люди прям тоже очень впечатлились вами. Один из этих людей прям за пример взял то, что вы делали. Да? Человек, возможно, посмотрел, как вы помогаете, и сам стал помогать, либо сама стала помогать. Прям образец. Вы образец были. И эти люди, они, возможно, своим родственникам о вас рассказывают, либо своим друзьям. Говорят, представляешь, вот такая женщина приличная, симпатичная, очень грамотная, вежливая, хорошо воспитанная, да, вот помогает там животным, либо помогает каким-то людям. Да, вот вас в пример ставят. Представляете, незнакомые люди, либо очень мало знакомые люди ставят вас в пример своим, допустим, детям. Вот, это же прям, ну, как наивысшая похвала идет, да? Это прям подчеркивает все ваши уникальные качества. Так, кто у меня работает с людьми? Вот с людьми работаете, для людей что-то делаете? Ну, допустим, это может быть и продавец, и мастер маникюра, и бровист, и, возможно, массажист, может быть, вы медсестра, может быть, вы воспитатель. Да, вот вы работаете с людьми, с клиентами, либо у вас
ну, на попечении, там есть определенный контингент людей. Что-то вы для них делаете. Вот, вы очень востребованы, это первый момент. И второй момент, все хотят попасть именно к вам. Ну, потому что если продавец, то вы всегда скажете, подскажете, что свежее, что не очень, что качественное, что так себе, что брать, что не брать. Да, вот есть у вас вот эта вот честность, неподкупность и желание помочь другим. То же самое, если вы сами что-то делаете. Да, вы всегда делаете просто идеально. И даже вот самый запущенный там случай вы, как волшебница, добрая волшебница, можете превратить в конфетку, да, в идеал можете превратить. Люди об этом знают, люди вам за это благодарны. И люди прям специально, целенаправленно хотят попасть к вам. И очень часто вас друг другу рекомендуют. Опять же, давая вам очень хорошее резюме, очень хорошую характеристику. Это прям повсеместно происходит. И всех этих людей я просто не смогу в этой отсыпке перечислить. Всех ваших клиентов, либо пациентов, либо, допустим, родителей тех деток, которых вы там обучаете, воспитываете. Да, прям к вам хотят попасть и друг другу рекомендуют. И о вас уже, наверное, легенды ходят. Да? Вы такая прям популярная. Все хотят с вами, все хотят к вам. Но для меня в этой отсыпке здесь образ прекрасной женщины, мудрой, доброй, любящей, с большим сердцем. Побольше бы таких людей в нашем мире, и мир бы стал гораздо краше. Не было бы ни войн, ни голода, ни холода, ни каких-то непонятных событий, да, которые, к сожалению, повсеместно происходят. Вы уникальны, вы подаете пример. И хочется вам наследовать. Это 100%. И кто бы что плохое ни говорил, хорошего о вас говорят гораздо больше. Поверьте, так оно и есть. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.